Да, руками можете кушать вообще без проблем, никаких. Вот этот мелкий тоже берете, получается, да, любой. Говорят, самая вкусная и сладкая голубика – это та, которую сорвали прямо с ветки. Между горами и морем компания «Органик Агро» под руководством Лёсика Авизба в Галском районе уже 4-й год подряд успешно выращивает синие, как небо, ягоды голубики. Сейчас идет активный сбор урожая. В процессе задействованы около 200 человек. За ручной сбор компания выплачивает в день по 2000 рублей. Главное в заготовке голубики – снимать урожай в одно касание, чтобы случайно не помять другие ягоды. В этом году ожидаем около 200 тонн голубики из-за того, что был град в мае. Ожидали вообще 250, но думаем, что в этом сезоне соберем 200 тонн. В дальнейшем, если вы заметите, у нас техника тоже работает, хотим расширяться 40 тонн, работы уже ведутся. Как погода даст, будем уже вспашку проводить. У нас 74 тысячи саженцев, засажено 25 гектаров, а общая площадь там с холодильником, считая, там 30 гектаров. Инспекция министра сельского хозяйства Беслана Перцхелия и вице-премьера Вараздата Минасяна продолжилась на территории бывшего совхоза Кахора, где возрождают мандариновые сады. Предприниматель София Бигвава решила привести в порядок некогда процветавший участок и высадить здесь саженцы мандарина. На данный момент 14 тысяч корней обработано. Восстановлены старые деревья мандарина. Также создан собственный питомник. Специалист по правовым вопросам Лаша Цаава рассказал, что в прошлом году сгорел калибровочный цех, который пытаются восстановить на современном уровне. Есть поддержка руководства страны, есть поддержка Министерства сельского хозяйства, не только сейчас, постоянно. То есть приезжают, видят эти масштабы, и сегодня тоже мы чувствуем, что Минсельхоз рядом стоит. По результатам переговоров в ближайшее время будет здесь освоена новая технология, как роботы, сегодня сельхозроботы, которые будут помогать очищать новые территории. Специалисты приезжали, будет сейчас программное обеспечение, специально адаптированное к Абхазии, будет готовиться. Это тоже новый интересный опыт, который будет полезен не только для совхоза, но и вообще для всей Абхазии. Беслан Перцхелия и Вараздат Минасян также заехали к крестьянам в село Галхуч, которым в 23 и 24 годах были переданы мини-трактора по госпрограмме развития сельского хозяйства. Гости поинтересовались успехами и занятостью сельчан. Кукурузу делаете, а фрукты имеете? Да? Фрукты. Вы только для кукурузы. Да. В общем, пахать вы, я как понял, не можете, вы просто барановать, вторая вспашка. Да, потом это тоже делаем, каналы там, шоссе и так далее. А на вилле Элана в Ткварчалском районе предприниматель Хелана Джопуа занимается ягодными и цитрусовыми насаждениями. Сельским хозяйством она интересуется с 2019 года. Сегодня у нее на территории произрастают разные виды культур, даже есть авокадо. Но чтобы за ними ухаживать, ей не хватает малой спецтехники. Площадь составляет более 200 гектаров. В 2019 году мы посадили 11 тысяч корней голубики на 8 гектарах. Но так как мы первопроходцы, были допущены некоторые агротехнические мероприятия, которые так получилось, что мы 11 тысяч корней в этом году удалили и сажаем новые. Но единственный плюс, что мои коллеги, которые далее сажают, они не допускают тех ошибок, которые мы допускаем, потому что есть уже некоторый опыт. Хотелось бы, конечно, сельское хозяйство без науки, оно не может существовать, это очень сложно. И хотелось бы, конечно, чтобы государство нам организовало науку. То есть это лаборатории. Впереди должна идти наука, а потом все остальное. Уже пробуем 2 года подряд новые селекции японских, китайских мандарин. Чувствуют они себя прекрасно. Министр сельского хозяйства Беслан Перцхелия дал оценку увиденному и подвел итоги инспекции в Галском и Ткварчалском районах. Действительно, работы ведутся в полном масштабе.
Сбор голубики продолжается. Особенно находится сегодня в самом таком разгаре. Вот. Посетили объект София. Вот. Увидели посадки мандаринов. На самом деле очень много работ произведено. Мы были очень довольно удивлены. Хотелось бы отметить и труд районных администраций. В частности, Гальская администрация особую поддержку оказывает этим предпринимателям. Они очень благодарны им. Нам тоже это было очень приятно. Объекты находятся вдали от города, но несмотря на все это, им оказывается поддержка, в том числе и с дорогой, ремонтом дорог и так далее. Также посетили мы сельхозобъект Вилла Илана. Мы убедились в том, что здесь действительно ведутся очень серьезные масштабные работы, в том числе и они очистили территорию. Это очень, очень важно для нас. Введение новых земель в севооборот. Вот. Культуры голубики и культура мандарин. Инспекция продолжится и в других районах Абхазии. Нала Чхинджерия, Алхаз Псардия, Ахрамичева, Абхазское телевидение.